Ну, так мы с темы сбились. Ты, братуха, расскажи, что там у вас произошло в этом Беслане-то? Ну, короче, там произошло, там идет война, уже лет 100 идет, воюют с ингушами. И наемники были ингуши, и также половина были, двое-трое были осетины, наемники. Они в школу делали ремонт, выкупили, ну, тендер завоевали тендер, и в 2014 году, в феврале месяце, начали делать полностью капитальный ремонт школы этой, Бесланской. Делали этот ремонт школы и потихоньку в этот момент завозили оружие, прятали подо все, что можно прятать. В основном они все спрятали под актовый зал. Там такая, ну, актовый зал, там такая парапет идет и деревом оббитый парапет. И вот они под этот парапет все оружие заносили в течение 2-3 месяцев. И когда 1 сентября было, они на «Газели» заехали, уже в военной форме, все. И всех детей, короче, закрыли. 365 детей ушли на тот свет за 2 дня. Вот и все, вот так вот. Так подожди, там ингуши Да. были или чеченцы? Ингуши А чеченцев не было разве? не было. Да ты что? Ингуши были. Да. Ингуши были, и там двое были кударцев, осетинов, кударцев были. Они пожизненно сейчас в Дельфине отбывают. А фамилия его, я не помню, забыл, бля, этого Слушай, а я фамилия. слышал, Ходорков. что эти, блядь, там террористы были с Чечни, там такое. Не, ингуши были. Чехов там не было. Чехи не, нормально. Ну и вот так, короче. И потом, а у наших там братьев, они нефтью занимались, и нефть у ингушей покупали. Каждый день ингуши приезжали на мерсах, на джипах, делали как бы заявки наши пацаны, ингуши приезжали сюда, все общались, там 20 километров им проехать от границы с Бесланом. Ну и нефть привозили, и пацаны нефть брали, перерабатывали, соляру делали, потом соляру другое делали, короче. Ну, свои там фермы там маленькие делали, 2 бочки 20 тонны купят, одна варит, другая капает в другую там, короче. Ну и все, и вот после этого теракта пацанам пришли через полгода, сказали, слышь, говорит, закрывай, местные власти, осетинские, Владикавказские, закрывайте свои, короче, эти варилки, короче, нихера. А те говорят, в смысле мы закрываем? А вы нам 5-6 тысяч долларов в месяц принесите, чтобы мы вашу семью свою кормили. Мы закроем. И не закрывали. И потом, короче, все сожгли, братан. Все поджигали. И никто больше не занимается этим. И, короче, ингуши сейчас ездят через Владикавказ с номерами 15-го региона, Владикавказскими номерами, чтобы проехать через Осетию. Если они на 06-м регионе, хоть одна машина там проедет по Беслану, брат, она там просто не выживет. И до сих пор это творится. А Беслан, Да. получается, Осетия, да, братан? Да, если со стороны Ставропольского края ехать, проезжаешь границу Кабардино-Балкарию и Осетию. И первый Беслан, а потом через 30 километров Владикавказ. Ну, в сторону Грузии, Владикавказ потом. Да, это как бы получается, как вот Ставрополь есть, и Ставропольский край, там город, там Ессентуки, Кисловодск, там Минводы. Вот то же самое Владикавказ, вот Беслан, там и много таких есть городов. Да. Да. Слышь, Тимур, а сейчас ты дома или на спецоперации, братан-то? Да я вот приехал, брат, смотри, вот 5:45, видишь? Ух, ни Вот. хрена себе. Это укропы тебе Меня пробили, да? ебанули, да. Ебанули, вот, смотри, ебанули, от аппарата Илизарова там висел, блядь. Короче, я сейчас вот отлыгал, блядь, 2 месяца как. Сейчас чуть-чуть дислокацию и я там. Там в смысле все мои шмотки там. А ты в Херсоне Я был с или где? Вагнера. Я с Вагнера, брат. О, Вагнер, Я ура, музыкант. музыканты, ёханые бабаи, Я музыкант, музыканты. брат. А? Я пою. Они играют, а я пою. Молодчага,